Греческий полис Гюенос, древнейший известный науке город на территории современной Абхазии, находился в районе современного черноморского порта Очимчира. Гюенос возник в первой половине VI века до нашей эры, но вскоре после расцвета в IV веке до нашей эры жизнь полиса внезапно прервалась. Исходя из археологических данных, ученые предполагают, что внезапное запустение связано с появлением здесь меотских конных отрядов из Прикубания, разрушивших поселение. На античном городище Гюенос в Очимчире проделан большой объем сложной работы. Мощность культурного слоя составляет более 5 метров, рассказывает Александр Скаков, заместитель директора Института востоковедения РАН. Первый итог. То, что мы вышли на слой античный, именно на тот слой, когда был Гюенос, который очень сильно насыщен античной керамикой, и ее процент очень большой. Соотношение керамики местной, керамики античной очень большое соотношение в пользу античной керамики. Понимаете, что даже приехавшись сюда греки, колонисты, они все равно брали местные горшки. Зачем им было везти горшки из Греции? Для чего? И все равно очень большой процент получается, около 10%. А ниже пошел слой до античный. И между слоем античным и доантичным нет уровня угля, войны, что-то такого-то. То есть приехали греки, и был симбиоз местного населения и греков. Не было конфликта никакого у них. Это очень важный вывод. Эта экспедиция организована совместно Институтом археологии и востоковедения РАН, Абхазским государственным музеем и Абхазским институтом гуманитарных исследований. Руководители Александр Скаков и Аркадий Джопуа. Экспедиция проводит работы с 2002 года. За это время раскопки проходили в Гудаутском, Творчалском и Очимчирском районах. Этот год отличился открытием. Ученые обнаружили саркофаг. В этом году, конечно, наш юбилей мы отметили именно очень хорошей находкой. Находка там, конечно же, в древнем городище Гюенос бывали разные находки хорошие, но в этом году, конечно, уникальная вещь мы нашли. Это саркофаг. Самые главные саркофаги еще в Абхазии были найдены. У нас в музее есть мраморные саркофаги, каменные, есть и медные саркофаги, а это у нас свинцовый саркофаг, что не часто в Абхазии это первый случай, а вообще не часто встречаются эти свинцовые саркофаги. Мы нашли буквально к концу нашей экспедиции, как назло, и нам пришлось очень активно, даже и днем и ночью, так сказать, работая, и я думаю, что наши коллеги очень активно поработали, и мы все сделали первоначальный этап, то есть изъять из земли с описанием, как положено, и на данном этапе, первый этап это сделано, его мы поставили в надежном месте. Я думаю, что мы должны пригласить специалистов, специалисты те, которые работают. Первым долго надо подумать о том, обезопасить себя и окружающих, потому что мы не знаем, от чего умер этот самый покойник. Самое главное это то, что после приглашения специалистов, конечно же, саркофаг надо будет изучить. Внешнюю сторону мы осмотрели, но его надо будет почистить. Нет, не открывали. Но нижняя часть отвалилась, и там оттуда кости уже видны. Конечно, там похоронен человек, ясное дело, кости человека, покойника. И думаю, что специалисты могут датировать и по костям, датировку точную, более точную, скажем, но что
саркофаг датируется V-VI веком, в этом сомнений нет, потому что он похоронен именно в этом храме, в придворе храма, так что там сомнений абсолютно нет. Это уникальная находка. Это первая находка в Абхазии, не только в Абхазии, на всем восточном береге Черного моря первая находка. В Грузии таких нету. У нас, там, в Кубани тоже таких нету. Вот. Такие есть, похожие, есть, по слухам, информация, есть в Малой Азии, в Турции. Я буду еще это выяснять, все это, разумеется, это тема для наших дальнейших работ с Аркадием Ивановичем. Вот. Но это уникальная находка для Абхазии, и мы его изъяли целиком, этот саркофаг. Мы его целиком изъяли, и он находится в музее. Ранее считалось, что Гюэнос был построен греками на пустом месте, однако выяснилось, что они пришли на место, где до них жили люди. В этом и заключается уникальность научного открытия, подчеркивает Александр Скаков. Из значимых находок в городище Гюэнос – плинфы с надписями на арамейском языке. Во время строительства храма в конце V – начале VI века нашей эры некий мастер сделал надписи на кирпичах на арамейском. На самом верху слоя был найден кирпич, плинфа. Плинфа – это кирпич эпохи Византии. Он плоский, вот, и он отличается от другого кирпича. Вот. И на нем, на его лицевой стороне, не на торце, была найдена надпись. Надпись была найдена арамейская. Арамейское письмо – это письмо, на котором общался Христос. Он общался не на идише, не на иврите, он общался по-арамейски. Вот. И кто-то в Абхазии в это время, в V веке, учил арамейский язык. Это был абецедарий, алфавит. То есть кто-то учил вот, А, Б, В, да, и так далее, да, буквы. Вот. Это очень важно. Это говорит об уровне культуры местного населения. По словам руководителей экспедиции, главная цель их работы – исследование культуры и истории нашей Земли. Совместные экспедиции, они всегда полезны, потому что они тоже с интересом приезжают сюда. Те, которые, хотят, у них какая-то своя тема, по своей теме они работают, и, конечно же, имея материалы, у них потом публикации пойдут, они будут писать разные статьи, книги, монографии и тому подобное. А мы изучаем свою историю с привлечением хороших специалистов извне. Самое главное то, что они не имеют права по закону работать одни. Обязательно наши специалисты должны с ними работать. Отсюда ничего не вывозится из Абхазии. Все те находки, которые найдены в разных регионах, разными экспедициями Абхазии, специалистами, все остается на месте же. За исключением каких-то некоторым специалистам показываем мы какие-то вещи, которые они там более точные исследуют, более точные дают заключения и в датировке или в плане каких-то других вещей, и это все возвращается на место, и все сдается в Абхазский государственный музей. Абхазия получает больше своей истории, чем он имел до этого. Потому что, кто знал, что был здесь? Кто знал, какая была ситуация с приездом колонистов греческих? Кто знал, что до них было поселение, местное поселение? Кто знал про это? А это очень важно все это. Это очень важно, потому что дает информацию про отношения местного населения с колонистами греческими. Вот. Должен правильно Акарамар Сабаджантух, да? Вот очень важно. Мы нашли новую культуру, по большому счету, которой не было там. Не было там выделено ее никогда. Вот. Эта культура была найдена нами. Это сотни топоров, это сотни копий, это сотни мечей, это сотни фибул. Это просто огромное количество вещей, уникальных вещей. Что касается городища Гюэнос, то, по словам наших собеседников, раскопки здесь продолжатся. Впрочем, планы у археологов еще не на 1 год. Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ.